Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Бахрдинов Нурбек Бейшембекович. Я являюсь генеральным директором строительной компании ADEX International. Мы строим быстро возводимые дома, энергоэффективные, самое главное, устойчивые к землетрясениям по канадской технологии из СИП-панелей. Вы можете видеть позади меня большой добротный дом, построенный нами в конце 2022 года клиенту. Сейчас получается 2023 год, и клиент хочет продолжить строительство дома. Мы находимся в Нарынской области, Атпашинском районе, в селе Казыбек. Будьте с нами, мы сейчас вам расскажем, как построен дом, сколько там комнат и что находится внутри дома. Если говорить о размерах дома, дом 12 метров на 11 метров. Ну, я округляю, а так вы можете посмотреть по видео, там будет схема, план проекта дома, вы там можете посмотреть точные размеры. Да? Фундамент дома клиент нам сам построил, он был построен в 2021 году, и получается клиент его построил, а потом увидел нас, и захотелось ему построить дом по канадской технологии из СИП-панели, потому что дом находится в Нарыне, здесь холодно, поэтому люди хотят, чтобы у них дома было тепло, дети и родители не болели. И мы взяли размеры фундамента, и на размеры фундамента вместе с нашим архитектором поработали и создали новый проект. Дом 265 квадратных метров, и получается очень большой добротный дом. Пойдемте с нами, я вам покажу, что находится внутри. Мы поднялись на крыльцо дома. Как вы видите, здесь большое крыльцо, здесь будет лестничная площадка, крыша уже закрыта. И с этого крыльца мы заходим в прихожую комнату, можно сказать, тамбур. Тамбур очень добротный, большой. Здесь можно без проблем уместить большой шкаф. И с этой стороны, где будут стоять, получается, обувь, с этой стороны верхняя одежда. И с этого тамбура мы заходим в основной коридор дома. Вот он тоже здесь большой. И отсюда можно зайти в разные комнаты. Вот, как вы видите, здесь находится СИП-панель. Вот из этого материала мы строим дома. Здесь находится монтажная строительная пена, которая используется в стыках между панелями. Если говорить по проекту дома, вот в данном месте будет лестничная площадка. Как вы можете видеть, там большое панорамное окно, чтобы освещало лестницу. И здесь будет возможность выйти на второй этаж. И рядом же будет находиться большая кухня. Теперь зайдем в кухню. Вот мы зашли в кухню. Как вы можете видеть, здесь он эркерообразный, с большими панорамными окнами. Сам по себе кухня очень большая. Точные размеры вы можете посмотреть в нашем проекте. Еще раз вам покажу. Вот кусочек СИП-панели. Здесь получается две плиты ОСБ. Внутри находится большая плита пенополистирола. И получается, этот материал был изобретен в Канаде, в Америке, и очень много используется в таких странах, как Канада, Америка и Япония. И думаю, что в России тоже очень много используется, так как где холодно, ибо этот материал одновременно является стеной, то есть выполняет функцию стены, но и в то же время выполняет функции утеплителя. Как я сказал выше, дом является не просто энергоэффективным и быстро возводимым, а самое главное, для климата Кыргызстана он является устойчивым к землетрясениям. По данным Института сейсмологии, в Кыргызстане за год происходит около 13 тысяч землетрясений, которые мы, может быть, и не чувствуем. Но несмотря на это, если взять историю Кыргызстана, за последние 100 лет в Кыргызстане было около 4 землетрясений, которые доходили до 10-бальной шкалы по шкале Рихтера. Поэтому важно, чтобы дом был
устойчивым к землетрясениям, а дома из панелей могут выдерживать землетрясения до 9-бальной шкалы без проблем. Ибо почему? То есть задается вопрос, почему оно так? Потому что каждый 1,25 м, получается, в промежутке между двумя сип-панелями в стыках всегда идет большой брус. И получается, этот брус исполняет функцию колонны. И когда здесь мы, получается, используем строительно-монтажную пену, оно закрывает стыки, чтобы там не было мостика холода, и плюс оно закрепляется саморезами. И за счет этого дом является очень крепким. Каждый 1,25 м идут брусья, и когда происходит землетрясение, дом может двигаться, но никогда оно не падает и не рассыпается. С другой стороны дома, по проекту, здесь еще есть одна спальная комната, стоит два больших панорамных окна. Вон там вы можете видеть красивые горы, прям вид завораживает. Да? И дальше мы идем, заходим в сам узел. Вот здесь находится сам узел, он очень большой, добротный. Здесь есть окно, но его закрыли. Но в скором времени, когда клиент, мы, еще раз напоминаем, мы этот дом построили осенью 2022 года, но весной клиент хочет продолжить строительство. Здесь есть еще одна спальная комната с большим окном. Потом мы заходим в самую основную комнату в Кыргызстане. Это, получается, комната для встречи гостей. Как мы знаем, в Кыргызстане, особенно в Нарынской области, очень сильно развита социальная поддержка, социальные взаимоотношения людей по родам, по племенам, по родственным связям. Поэтому очень важно, чтобы дом имел возможность встречать очень много гостей. Дом большой, 265 квадратных метров, и, соответственно, зал тоже огромный. И самое интересное, что в этом доме есть два таких зала. То есть у вас есть возможность и здесь встречать гостей, а потом же выйти на второй этаж, и там у вас тоже будет большая гостиная комната. Если хотите посмотреть, пойдемте с нами. Вот мы поднимаемся на второй этаж. Здесь, как вы видите, большое панорамное стекло для лестничной площадки, чтобы там было светло. Еще раз напоминаю, дом очень большой. С внешней стороны 12 метров на 11 метров. И получается, мы заходим в коридор или холл, так и можно сказать, второго этажа. И здесь нас встречает большой спальная комната, родительская спальная комната. Как вы можете видеть, дом очень добротный, большой. Здесь есть шестигранник, эркер. Отсюда есть большие панорамные окна с видом на прекрасные горы Нарына. Это первая спальня на втором этаже. Также нужно еще сказать об этом месте. Здесь находится маленькая зона, где можно поставить диван и использовать как холл. И мы идем на вторую спальню, которая находится на втором этаже. Здесь тоже вы можете видеть по видео большое окно панорамное. И здесь окно, и это тоже будет спальной комнатой. Теперь мы обратно выходим в коридор. Из коридора мы заходим в сам узел второго этажа. Видите, да? Очень большой санузел. Здесь можно уместить очень много чего. Насчет размеров, еще раз напоминаю, вы можете посмотреть в нашем видео. Там будут проект и размеры. Это, получается, у нас третья спальная комната, которая находится на втором этаже. Здесь тоже есть большое окно. И самое интересное, за счет того, что дом сам по себе большой, у клиента есть возможность и на втором этаже сделать вторую гостиную. Еще раз напоминаю, дом находится в Нарынской области, поэтому здесь принято, когда люди заходят в гости, их одним столом накрывают, и там сладости, разное всякое. И потом отдельно подают мясо в другой комнате. Да? И вот именно для этого специально оно было предназначено большое, огромное
гостиная комната. Также можно ее использовать как чисто гостиную, где семья будет сидеть, телевизор смотреть, ну вообще, где семья может находиться в основное время. А зал на первом этаже использовать чисто как комнату для встречи гостей. Вот. В большинстве случаев наши клиенты у нас спрашивают, до какого уровня вы строите дома, начиная с нуля до ключа, или же до уровня под евроремонт, под ПСО, или же чисто черновой вариант. Еще раз напоминаю, что мы строим дома согласно вашему решению. То есть, если вы захотите, чтобы мы вам поставили только стены, мы вам поставим только стены, соответственно, вы заплатите только за стены и можете закрыть дальше сами крышу. Или же вы можете определить любой список работ, которые мы должны сделать. И, соответственно, мы их сделаем. Допустим, вот этот дом, который сзади меня стоит, фундамент клиент сам построил в 2021 году. Мы, получается, под этот фундамент нарисовали новый проект и продолжили строительство. Осенью 2022 года мы им подняли стены 2 этажа и закрыли крышу. По плану нашего клиента он хочет продолжить строительство в 2023 году. Кудай буйрса, думаю, что будет в 2023 году. И если вы тоже хотите построить себе энергоэффективный, устойчивый к землетрясениям дом быстро, то обращайтесь. Мы к вашим услугам готовы.